Следует с осторожностью принимать версии о борьбе Ногая с Мингу Тимуром за ханский трон. Достоверных сведений на этот счет не имеется. Если Мингу Тимур и реализовал свои ханские права, касающиеся организации войска, кадровых ротаций и нужных ему расстановок позиций в Нижнем Поволжье, это еще не означает, что он бросил открытый вызов Ногаю. Не располагаем мы также информацией о публичном освобождении Ногая от должности главнокомандующего и отправке его в так называемую ссылку, которая выразилась в том, что Ногая как суверенного могущественного правителя признавали на самом высшем уровне руководителей крупных государств. Царь, именно так называли его летописцы юго-западной и северо-восточной Руси. Ногай женился на дочери византийского императора, сына женил на дочери Ильхана Абаки, установил прекрасные отношения с грозой крестоносцев и иранских монголов мамлюкским султаном Бейбарсом. Балканские владетели склонили перед ним голову. Князья северо-восточной Руси видели в нем опору, надежду и арбитра при распутывании сложнейшего клубка противоречий в борьбе за Великое Владимирское княжение. Южнорусские и юго-западные князья также сотрудничали с Ногаем в качестве вассалов. По своему усмотрению Ногай осуществлял военные операции на Балканах и в Центральной Европе. Все факты столь активной деятельности Ногая – живое свидетельство того, что Мингу Тимур не посягал на политическую власть Ногая на западе от Волги, не препятствовал осуществлению его внешней политики и контактам с влиятельными лицами Кипчакского ханства и русских княжеств. Вернадский был недалек от истины, полагая, что Ногай был соправителем во времена правления Мингу Тимура. Надо учитывать, что Ногай, скорее всего, располагал войском, способным в случае необходимости противостоять реформированной армии Мингу Тимура. Известно, что даже хан Тохта в период ослабления улуса Ногая и перехода значительной военной силы на сторону сарайского хана непосредственно перед битвой на реке Аксу был готов заключить мир, опасаясь боеспособности войска Ногая. Ставя перед собой иные стратегические задачи государственной важности, Мингу Тимур правильно распределил свои силы и ресурсы. Мирное сосуществование с Ногаем еще раз подчеркивает мудрость и дальновидность Мингу Тимура, укрепившего основы государства. Плодами его труда умело воспользовались ханы Тохта и Узбек, устранив препятствия, ослабляющие централизованную власть в Кипчакском ханстве. После смерти Мингу Тимура правили брат Мингу Тимура Туда-Мингу и Тула-Буга, сын Тарбу, старшего брата Мингу Тимура. Туда-Мингу стал активным участником вражды между сыновьями Александра Невского, Андреем и Дмитрием. Военные столкновения и разорения русских областей следовали одно за другим в течение более чем десятилетнего противостояния между братьями. В этой ситуации Ногай поддерживал Дмитрия Александровича. На этом фоне обнаружилась склонность Туда-Мингу к уединению и религиозному образу жизни. Он оставил трон и в 1287 году при активном содействии старших чингизидов Синей Орды ханом в Сарае был провозглашен Тула-Буга. Ногай и Тула-Буга какое-то время взаимодействовали. Совершили поход в Венгрию, имели место столкновения с иранскими монголами. Постепенно отношения между ними крайне ухудшились, и в ходе заговора, организованного Ногаем, Тула-Буга и его сторонники были уничтожены. В 1291 году Ногай возвел на трон сына Мингу Тимура, 17-летнего Тохту, с которым установил связь
во время пребывания царевича на востоке Дешта. Опасаясь расправы со стороны хана Тулабуга и его сторонников, юный Тохта нашел прибежище в Кокорде у Джучида Билыкчи бин Беркежара. Не теряя даром времени и готовясь к предстоящей борьбе, Тохта донес письмом до сведения Нагая, что готов подчиниться старшему в роде. Могущество Нагая продолжало расти. Руками Тохта он ликвидировал наиболее опасных соперников в ханском окружении. Его власть в южно-русских степях, Северном Причерноморье, Крыму, на Балканах существенно усилилась. В 1296 году Нагай начал чеканку монет со своим именем и именем старшего сына Джуки. Не исключено, что именно отряды Нагая в 1298 году вытеснили из Крыма вторгшихся сельджуков. Маловероятно, что войска Тохты в условиях начала войны с Нагаем могли беспрепятственно достичь Крыма для изгнания сельджуков. С 1289 года в Кафе пребывал консул, глава генуэзской черноморской фактории, что указывает на существование конструктивных взаимоотношений с Нагаем и полноту его суверенной власти в западных областях государства. В Салхате располагался генуэзский квартал. С разрешения Тулабуги и Нагая было восстановлено ранее упраздненная в 1287 году францисканская церковь. Жена Нагая Яйлак приняла католичество вместе с несколькими военачальниками. При ее активном участии католикам были возвращены изъятые 3 колокола. До осложнения с Тохтой Нагай довольно благожелательно относился к пребыванию генуэзцев в Крыму. Представители военно-кочевой знати Сарая во главе с Алджидай-Гургеном и его начальником Таматактой, внуком Шайбана, братья хана Тудан, Сарай-Буга и Бурлюк убедили хана Тохту в необходимости свержения Нагая. Своим могуществом и амбициями Нагай реально угрожал центральной ханской власти и династии Бату. Салджидай-Гурген был дедом Тохты по матери и родственником самого Нагая. Его сын Ялак был женат на дочери Нагая по имени Кабак. Таким образом, против Нагая выступили весьма влиятельные люди, в том числе и его бывшие верные сторонники. Дюденева-рать, организованная Тохтой в 1293 году против князя Дмитрия Александровича Переяславского, находившегося под покровительством Нагая, показала, что новый хан намерен сократить влияние правителя самого западного улуса на русском северо-востоке. Вместе с тем, можно предположить, что у Нагая не было противоречий с Тохтой по данному вопросу, поскольку не сохранилось сведений о его реакции на смену власти во Владимирском княжении. После череды длительных интриг и переговоров, в ходе которых Нагая не удалось заманить в ловушку, началась открытая война. Зимой 1298 года Нагай разбил войско Тохты на Дону, но, получив известие, что на помощь сарайскому хану движутся подкрепления из Кок-Орды, отменил наступление на Нижнее Поволжье. Далее сложились неблагоприятные для Нагая обстоятельства. Генуэзцы коварно умертвили его внука Актайджин, наместника Салхата. Нагай в отместку разрушил Кафу и другие крымские города. Из-за раздела добычи и приказа Нагая вернуть часть пленных разгорелся конфликт с амирами Абаджи, Караджином и Янджи, которые были равны Нагаю по могуществу, значению и численности войска, по свидетельству Рукнадина Бейбарса. В итоге они направились к хану Тахте, ослабив позиции Нагая. По приказу Нагая его сыновья стали преследовать беглецов. Начались столкновения и переговоры. Сыновья Нагая Джуки, Теке и Тури убили Абаджи и Караджина, а Янджи бежал. Отряды амиров обосновались на территории Валахии и сумели хитростью пленить сына Нагая Теке, убедив, что готовы подчиниться ему. Вследствие непродуманных жестоких действий сыновей Нагая относительно авторитетных амиров,
Некоторые влиятельные командиры один за другим покинули Ногая и перешли на сторону Тохты. Одновременно встали на путь неповиновения балканские вассалы. Улус Ногая расстроился. Ильхан Газан отклонил просьбу Ногая о принятии в подданство и защите. В такой ситуации Тохта нанес Ногаю смертельное поражение в битве на реке Аксу в 1300 году. Сыновья Ногая Джуки и Тури спаслись бегством, а Ногай пал от меча русского воина. Сын Ногая Теки решил перейти на сторону Тохты, и Джуки убил его. После ряда столкновений со своими противниками Джуки направился вместе с женой, дочерью болгарского царя Георгия Тертера и его сыном Святославом в Болгарию. С помощью Святослава Джуки взошел на болгарский престол. Вскоре под давлением хана Тохты Святослав организовал свержение Джуки и его казнь руками еврейских палачей. Святослав стал болгарским царем и отправил голову Джуки в Крым для передачи хану. Через непродолжительное время в Деште убили и сына Ногая Тури, пытавшегося организовать заговор против Тохты. Внук Ногая и сын Джуки Каракесек, его родственники Джерик Тимир и Юл Кутлу спаслись от преследования. Бегство забросило их в страну Шишимен, в местность, называемую Будул, поблизости от Кракова. Вместе с ними отправилось до 3000 всадников. Шишимен и соратники его приняли их у себя, и они остались у них, бродя по разным местам и прокармливая себя мечами своими до нашего времени. В той местности они жили, производя грабительские набеги в разные стороны, сообщает Анну Вейри.